денонсации рамочной конвенции о защите национальных меньшинств необходимо рассматривать два основных аспекта. Первый аспект – это общий правовой аспект, который касается в целом политического режима, политико-правового, точнее, режима в стране, касается последовательного выхода России из системы международного обжалования. С этой точки зрения, конечно же, пострадают не только национальные меньшинства. Это один из ударов, наносимых по, в принципе, системе обжалования каких-либо решений внутри страны за ее пределами на международной площадке. И если кому-то сейчас покажется, что тема национальных меньшинств лично его не затрагивает, никак не касается его интересов, то это не так, потому что тот же самый выход из системы международного обжалования судов, судебных решений в ЕСПЧ затрагивал всех. Следующей стала рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, а следующим станет какой-нибудь очередной международный договор, который будет денонсирован, но который будет уже касаться более широкого круга граждан России, либо касаться какой-то другой категории, которая сейчас спокойненько думает, ну вот, когда пришли, Recording значит, in progress. то, как сказать-то, ну я же не еврей, поэтому меня не касается то, что за евреями пришли. Потом приду за какой-либо иной категорией населения. И с этой точки зрения выход России из вот этой системы защиты национальных меньшинств на международном уровне путем отчетности раз в 5 лет, путем зачитывания доклада о состоянии с правами человека в этой области в России, это решение в действительности затрагивает абсолютно всех, просто потому что это очередное наступление на горло международным полномочиям в отношении России, которое, подчеркиваю, это наступление было начато еще и до войны, еще в 2020 году, интересным образом совпало с пандемией, и заключалось оно в изменении текста Конституции Российской Федерации, из которого было исключено положение о приоритете международных норм над нормами национального законодательства. Это первый аспект, и с этой точки зрения я прошу абсолютно всех насторожиться, всех, кто сейчас пренебрежительно смотрит на эту новость, как на исключительно проблему национальных меньшинств, или даже злорадствует тому, что вот разберутся с вот этими вот нацменами, ну и слава Богу. Я им прошу задуматься над тем, что следующий какой-либо международный договор, денонсированный Российской Федерацией, будет непосредственно затрагивать их права и законные интересы, просто касаться либо другой дискриминируемой категории, либо касаться абсолютно всех граждан России. Это первый аспект. Второй аспект касается непосредственно национальных меньшинств и того, почему потребовалось, собственно говоря, денонсировать рамочную конвенцию с практической точки зрения, если встать на позицию Кремля. То есть для чего им с точки зрения прагматизма денонсировать конвенцию, которая, казалось бы, имеет чисто декларативное значение, и в отличие от той же самой Европейской конвенции по правам человека и состояния былого прошлого состояния России в системе международного обжалования в Европейском суде по правам человека, в отличие от этого, данная конвенция никаких финансовых издержек для Российской Федерации, ее бюджета, никаких правовых издержек
никаких отмен конкретных судебных решений не влекла. Декларативная конвенция, но, как ранее было сказано, она предусматривала для каждой страны, участницы, подписанта, необходимость отчета раз в пятилетку о состоянии с правами человека в данной стране, в данном аспекте. А с этой точки зрения у нас имеет место диспропорциональная мобилизация, имеющая явный характер, явные признаки геноцида. То есть это, иными словами, асимметричная мобилизация, когда имеется негласный отбор на фронт жителей страны по этническому признаку. Во-первых, диспропорция по регионам, когда стараются больше забирать именно, в принципе, жителей этнических каких-то территорий, национальных республик. А во-вторых, это отбор по национальному признаку внутри этих республик. Когда даже внутри, допустим, Республики Бурятия, по моим сведениям, имеет место диспропорциональная мобилизация именно по этнической принадлежности. То есть преимущественный забор граждан на фронт именно тех, кто относится к категории бурятского этноса или иных нетитульных этносов. То есть это уже, так скажем, выборочная мобилизация. Она называлась у нас частичной, потом она перестала как-либо называться в связи с юридической отменой, но на самом деле это мобилизация выборочная, диспропорциональная и асимметричная. И вот вопрос, видимо, встал перед руководством России, как отчитаться за диспропорциональную мобилизацию. То есть вопрос, имеющий прямейшее отношение к состоянию с правами состоянию ситуации с правами человека в этнической сфере. И для того, чтобы не быть вынужденной отчитываться по данному вопросу и объяснять, почему именно буряты или, допустим, тувинцы преимущественно пострадали от мобилизации, с этой целью Россия денонсирует данную конвенцию, чтобы выйти уже из этой системы, чтобы уже не иметь никаких обязательств перед Комитетом министров Совета Европы, и уже чтобы не было необходимости как-то встать на ковер и рассказать, почему представители национальных меньшинств преимущественно мобилизуются, преимущественно гибнут и преимущественно пропадают без вести. Поэтому вполне понятно, для чего эта конвенция так сильно сейчас помешала России. Да, каких-то прямых финансовых убытков, как компенсации по суду, по Страсбургскому суду она не влекла, но она влекла нечто больше, серьезные репутационные издержки, потому что в ближайший же отчетный год вскрылось бы, что властям России просто нечего ответить по поводу диспропорциональной мобилизации. А в целом хочу отметить, сторонники патриотических настроений, сторонники и империалистических ценностей. Еще раз подчеркиваю, не расслабляйтесь. Следующий договор, который денонсирует Россия, мы пока не можем предсказать какой, но он, безусловно, затронет ситуацию с правами человека в принципе, уже вне зависимости от этнической принадлежности, безусловно, станет очередным шагом к закрытости государства, правовой закрытости государства. А правовая закрытость означает не что иное, как невозможность обратиться в какую-то вышестоящую инстанцию за пределами страны. То есть означает все больше и больше возрастающее бесправие граждан России, вне зависимости от их национальности, вне зависимости от их политических взглядов. Ну, вот такой вот на сегодня мой обзор, поэтому я думаю, что эту ситуацию нужно анализировать именно с двух позиций, что она влечет в целом для политико-правового режима в стране и что она влечет для Бурятии. В частности, потому что Бурятия, разумеется, пострадает больше всех от денонсации данной конвенции. По сути говоря, сейчас имеет место намерение Кремля
уйти от публичной международно-правовой ответственности за преступления против человечности, заключающиеся в том, что государство по-разному оценило своих граждан в зависимости от их этноса, показало, кого им жаль, кого не жаль, и на кого следует возложить ответственность за ситуацию с войной в Украине. Ну вот, пожалуй, у меня все. Будем дальше освещать эту проблему и следить за тем, как на практике и ухудшится положение, оно, безусловно, ухудшится, положение так называемых малых этносов. Спасибо. У меня вопрос к Надежде Юрьевне. Скажите, пожалуйста, а улавливаете ли вы связь между законами денонсации, да, и о групповом захоронении до 1000 человек? Спасибо. Спасибо. Я считаю, что здесь имеет место прямая связь между дипломатическими политико-правовыми решениями страны и между фактическими действиями ее руководства. То есть ситуация с захоронением – это преступление, совершенное на практике. А денонсация рамочной конвенции – это действие по сокрытию преступления. Проще говоря, это уже политико-правовые меры, предпринимаемые для замалчивания каких-то практических проблем, практически возникающих ситуаций. То есть, иначе говоря, это узаконение, легализация в будущем и могущих возникнуть подобных же ситуаций и легализация замалчивания данной ситуации в прошлом. Хочу подчеркнуть, что поскольку сама по себе ценность антидискриминационная и принцип недопустимости национальной дискриминации, в частности, он уже вошел в категорию правовых аксиом, он уже не оспаривается международно-правовым сообществом и не оспаривается официальными властями России. Поэтому никакой другой логики в плане выхода из данной конвенции, из стран-участниц, подписантов данной конвенции, я не вижу. Формально это выглядит абсолютным абсурдом. Это сейчас означает попытка попрания правовых аксиом, попытка попрания тех ценностей, которые уже признаны бесспорными и о необходимости которых уже дискуссия отпала, осталась в прошлом. Поэтому, конечно же, ситуация с захоронением стала одной из предпосылок к необходимости узакониванию в дальнейшем подобных преступлений. Спасибо. Международного договора об одностороннем отказе от дальнейшего соблюдения условий данного договора и об одностороннем расторжении данного договора. Но в данном случае денонсация у нас принимается последовательно путем сначала законопроекта, который, соответственно, проходит необходимую процедуру утверждения, потом после того, как он становится законом, вступившим в силу, соответствующее решение направляется уже в Совет Европы и, соответственно, направляется всем странам-участникам договора. Ну и по поводу того, каково, собственно, содержание этой конвенции, могу вкратце добавить, что конвенция носит достаточно общий характер, что она носит декларативный характер, почему, собственно, и является очень необъяснимым с поверхностной точки зрения решение, собственно, об ее денонсации. То есть это выглядит так, как, допустим, мы за мир во всем мире, мы за все хорошее против всего плохого.
И Российская Федерация говорит, а мы не за все хорошее против всего плохого, мы за все плохое, поэтому мы денонсируем конвенцию обо всем хорошем. Ну, вот такая вот нелепость, явно цинично это выглядит. Но если разобраться, мы разобрались, для чего это предпринято. Потому что состояние в данном договоре обязывает отчитываться о ситуации с правами человека, делать подробный доклад на эту тему. Ну и по поводу текста конвенции хочу сказать, что он предусматривает общие принципы антидискриминационной политики в национальной сфере и содействие эффективному равенству в этой сфере, сохранению культуры, сохранению языкового многообразия, право на выбор языка, право образовательное и, соответственно, права лингвистические и право на свободу выражения мнения. Подразумевается, что именно в национальном вопросе. А также права социального, культурного характера на сохранение своих традиций, своих верований. И по поводу эффективного равенства хочу пояснить, что эффективное равенство означает равенство на практике, а не равенство формально закрепленное на бумаге. То есть равенство во всех сферах жизни, в экономической, в политической, равный доступ к управлению государством, равный доступ к получению прибыли, к получению вознаграждения за труд в семейном законодательстве, в праве отправлять те же самые свои религиозные обряды и так далее. Все это называется эффективным равенством, вплоть до недопущения каких-то бытовых ситуаций или ситуаций бытовой дискриминации. То есть эффективное равенство означает соблюдение в сферах в реальности. Ну вот, пожалуй, все по поводу самой конвенции и ее денонсации. В этом фрагменте я задал Надежде Юрьевне вопрос о том, не станет ли денонсация рамочной конвенции отменой льгот для коренных малочисленных народов Севера при поступлении на учебу и вообще всех льгот, которые им полагаются, а также не станет ли денонсация стартом для репрессий и депортаций, которые были в 30-е годы. Угу. С точки зрения коренных малочисленных народов, они пострадают в первую очередь. Вообще конвенция о правах национальных меньшинств, она содержит в себе ряд дискуссионных моментов, то есть не до конца раскрытых положений, что понимать под национальными меньшинствами, понимать ли под ними коренные малочисленные народы или вообще любые народы, составляющие меньшинство по отношению к доминирующему государствообразующему этносу, и понимать ли под ними мигрантов, понимать ли под ними неграждан или только коренных жителей определенных национальных территорий, исторически закрепленных за нею. Но, конечно же, коренные малочисленные народы, будучи, собственно, самыми малочисленными и самыми уязвимыми, пострадают в самую первую очередь, поскольку конвенция предусматривает их право на занятие традиционными видами труда, в принципе, право на сохранение своих традиций как в быту, так и в религиозной сфере, так и в сфере организации экономики, организации труда, быта и так далее, то, соответственно, денонсация конвенции повлечет, я считаю, так скажем, усиленную русификацию и усиленную урбанизацию коренных малочисленных народов. То есть повлечет принуждение к окончательному встраиванию в урбанистический образ жизни с одновременным отказом от своих традиционных занятий и ремесел. Разумеется, в первую очередь будут отменены любые льготы в этой сфере.
с целью, в первую очередь, экономического принуждения к отказу от своих традиций и от своей этничности. А что говорить о внеэкономическом принуждении, то это уже будет речь идти о прямых репрессиях. И думаю, что они тоже очень вероятны, и нам необходимо ждать их наступления. Потому что, еще раз повторюсь, если раньше любое, допустим, уголовное дело против представителей национальных меньшинств или против человека, который рассматривал как-то проблемы национальных меньшинств, выступал в защиту национальных меньшинств. То есть допустим, любой случай уголовного преследования, связанный так или иначе с национальным вопросом, ранее должен был рассматриваться в докладе, освещаться в докладе перед Комитетом министров Совета Европы. А теперь не должен. Это, конечно, развязывает руки нашим властям, в первую очередь судебным властям. Поэтому, я думаю, уголовных дел станет больше, но в судебной сфере это все не ограничится. Думаю, что законодатель приложит сюда свою руку в плане ужесточения самих по себе законов. То есть ужесточение того же самого Уголовного кодекса, того же самого КоАП в сфере свободы выражения мнения, в сфере свободы высказывания по национальным проблемам, свободы научного изыскания, свободы творчества, всего-всего, что затрагивает национальный вопрос. То есть ситуация со свободой слова в этой сфере будет ухудшаться и ухудшаться не только путем практических преследований, но и путем ужесточения нормативно-правовой базы, путем вовлечения новых и новых деяний в категорию преступных и путем ужесточения наказания за них. То есть санкции, конечно, будут возрастать, но в первую очередь я считаю, что прямым следствием денонсации данной конвенции станет объявление второй мобилизации, возможно, уже не частичной, и, соответственно, все то, что мы уже наблюдали, только в больших масштабах с точки зрения, в принципе, масштабов мобилизации и с точки зрения этнической дистанции собственно, тех, кто будет набран в зону боевых действий. Поэтому я думаю, что когда правовая процедура денонсации будет закончена, после этого следующая мобилизация будет объявлена. Ну, посмотрим, сбудется ли этот прогноз, но сейчас я пока что считаю, что это события, находящиеся в прямой причинно-следственной связи, и что денонсация конвенции является одной из ступеней, собственно, к той вершине, вершине произвола, который станет объявлением мобилизации и, возможно, объявлением военного положения. Спасибо. Надежда, у меня к вам вопрос. С политической точки зрения, допустим, когда этот закон, скорее всего, очень быстро пройдет все ступени, чтобы стать законом в Госдуме и прочее, имеет ли он какое-то влияние на самоопределение национальных республик с юридической точки зрения? Могут ли они использовать этот закон, чтобы отменить, скажем так, грубо говоря, все республики? И они просто становятся одной открытой территорией? Ну, я считаю, что любое ограничение возможности международно-правового вмешательства в дела государства, конечно же, ударяет в том числе и по правам автономии национальных, по правам республик, по их элементам государственности. То есть даже сам по себе выход из системы ЕСПЧ уже в какой-то мере подготовил шаг к ограничению прав автономии. Но, конечно же, денонсация именно Конвенции о защите национальных меньшинств – это удар более точечный, более прицельный, нанесенный именно по данной конкретной категории прав человека. И, конечно же,
если государство заявляет о своем дальнейшем непризнании, ну, фактически заявляет именно о непризнании антидискриминационных ценностей в сфере этнических прав, то тем более уже подразумевается отказ от признания прав автономии, которые являются, так скажем, уже вторым поколением прав человека, которые не так общепризнаны, не так являются принятыми ценностями. То есть право нации на самоопределение признается в меньшей степени и меньшим количеством субъектов по сравнению с признанием недопустимости национальной дискриминации гражданина или какой-то категории. То есть недопустимость дискриминации признается всеми, грубо говоря, право на самоопределение признается меньшим кругом и правоведов, и практиков, и политиков, и государств, и конституций. Поэтому уж такое-то право будет попираться в еще большей степени, потому что попраны самые основные базовые общепризнанные права, и, соответственно, протащить после этого под флагом борьбы с сепаратизмом и борьбы за сохранение территориальной целостности страны и конституционного строя, протащить под этим флагом окончательное сворачивание прав республик будет проще простого. Не удивлюсь, если очередным шагом в этом направлении станет опять отмена выборности глав республик и замена ее на прямое назначение. Это то, что я могу сейчас прогнозировать с наибольшей вероятностью, прогнозировать, что следующий в главу республики мы будем уже не выбирать, а получим по принципу назначения, и, возможно, это будет житель даже и не Забайкальского края, и даже и не Томской области, а еще откуда-нибудь подальше, еще откуда-нибудь поцентральней. Поэтому, да, нам нужно сейчас бороться, конечно же, за самоопределение Бурятии, за, соответственно, обретение ею суверенитета, но бороться не просто потому, что мы хотим суверенитета, хотим создать, собственно, государство независимое, но и просто потому, что без этой борьбы мы утратим даже то, что имеем сейчас, утратим свой флаг, герб, гимн, утратим своего кое-как выбранного главу. И напомню, чтобы оставаться на месте, необходимо бежать изо всех сил, как это говорилось в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». То есть, если мы не будем стремиться к программе «Максимум», мы потеряем. Как нам бороться за отменой денонсации? Что нам для этого нужно сделать? Для этого необходимо максимально широко освещать эту проблему, необходимо проводить критический правовой анализ этой ситуации, необходимо анализировать текст конвенции, отслеживать процедуру принятия закона по ее денонсации, то есть как чтения пройдут, в каком темпе, насколько процедура соблюдена, все это критиковать, потому что нарушений будет много чего проанализировать, и эту аналитику необходимо максимально широко распространять, просвещать население, потому что я боюсь, что для большей части населения страны и даже для большей части населения Бурятии рамочная конвенция о защите национальных меньшинств – это пустой звук. Она не содержит такого понятия, как Бурятия, напрямую не включает никаких тумблеров в голове, не содержит каких-то ключевых слов, которые воздействуют на массовое сознание. Какая-то конвенция, да еще и рамочная. Не все и знают, что такое национальное меньшинство.
Вот что такое сексуальное меньшинство, у нас все знают, а национальное меньшинство как-то термин не общепризнанный, имеется в виду в быту, в массовом сознании среди простого населения. Поэтому нужно просвещать, объяснять, чем это грозит, и тогда, я думаю, мы можем нарастить необходимую массу для протеста против этой ситуации. Ну и кроме того, если данная норма, когда она уже станет законом, вступившим в законную силу, уже если она будет ограничивать чьи-то права, существует возможность ее обжалования в Конституционном суде Российской Федерации. Для этого необходимо будет найти тех, кто заявит о нарушении лично его прав и объяснит, в чем это нарушение заключалось, и согласится быть заявителем по данному вопросу. Поэтому у нас имеются и политические механизмы к предотвращению этой ситуации, и правовые какие-никакие механизмы. И я думаю, нам нужно сочетать эти механизмы, а начинать, конечно же, с анализа и с просветительской работы. Спасибо.